по Берлину, центральноевропейскому времени, и 17 часов 19 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Массовое пленение ФСБ в Курске. ЗСУ дойдут до Москвы?» Вопрос. И давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Давайте обсудим это и все текущие события, которые происходят. Но перед тем, как начать свой стрим, как обычно, я расскажу сводку от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки на 12 августа 2024 года уничтожено и ранено 1080 террористов на территории Украины и России, 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 73 БПЛА, 1 крылатая ракета, 66 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. Слава Украине! Слава ЗСУ! Шамсаду алейкум салам машуэрха шеверга. Итак, вот такие вот дела, друзья, вот такие вот дела творятся. Сейчас я буквально только что выложил видео в ТикТок у себя по поводу вот тех событий, которые сейчас происходят. И тоже хочу отдельно, и потом выложу сюда это видео, но и в стриме, чтобы это тоже было сказано. Не помешает, как говорится. Дело в том, что Россия начала информационно-психологическую специальную операцию против нас всех, в частности Украины. Дело в том, что сейчас за все это время, можно сказать, наверное, на моей памяти это в первый раз такое массовое пленение ФСБшников. Это пограничники, это герои, это элита, так сказать, ФСБ, это вооруженные силы ФСБ, и они массово сдаются в плен. И чтобы отвлечь внимание, вы обратите внимание, там, конечно, могут быть и полезные идиоты, но по большей части все, что вы сейчас наблюдаете, это ИПСО для того, чтобы переключить внимание от полной деморализации и паникерства русских вояк против пришедших освобождать свою страну украинцев. И чтобы нам не показывать ФСБшников, которые массово сдаются в плен, сидят десятки пленных, скорее всего это пограничный пункт, сидят десятки людей, у которых там глаза завязаны и так далее, и подходит оператор и троим задает из него вопрос, говорит, кто вы, откуда вы? Они говорят, мы с Грозного, Ахмат там, или кто они там называют себя. Значит, либо все остальные не люди, получается, да, все остальные, которые пленные, это не люди. Это никогда в жизни российская пропаганда так не делала. Сейчас российская пропаганда это раскручивает, что там чеченцы бегут, чеченцы там сдаются, кадыровцы имеется в виду. Но дело в том, что даже в этом смысле это неправильно, потому что Апти Алаудинов это вооруженные силы России, это ГРУ. И Кадырова он ненавидит лютой ненавистью. Хоть он и говорит путь Ахмада Кадырова, там 3-10 и так далее. Это раз. Потому что есть кадыровцы, это отдельная группа, есть военнослужащие, есть ФСБшники и так далее. Вот они так подразделяются на сорта предателей и коллаборантов. И нам показывают каких-то кадыровцев, но не говорят нам про ФСБшников, которых массово ловят. Этим занимается настоящее время, этим занимаются экзотические журналисты типа Золкина, это его профессия, которые начинают экзотические украинские журналисты, скажем так, потому что других журналистов из этих двоих товарищей никто бы не сделал бы. Только это могло случиться в Украине. И то только допрашивая пленных. Для чего допрашивают? Показать человеческое лицо.
вот этих орков, которые пришли убивать. Я не понимаю, для чего это делать. Показать, что они в нормальных условиях пребывают. Ну, это хорошо, это нужно показывать, что Украина соблюдает международное право. Только какого фига их нужно каждого собирать и разговаривать, а когда касается дела чеченоговорящих, то выделять их национальность и говорить об этой национальности. Ну, это, во-первых, противоречит элементарной журналистской этике, но и просто правам человека просто это выделять отдельную группу и говорить, почему чеченцы не встают и так далее, и так далее. Это Золкин и другой, второй вот этот экзотический журналист украинский об этом говорят. Поэтому я хочу акцентировать ваше внимание на реальном положении вещей, чтобы нас не отвлекали на разные ИПСО, которые проводятся. Дело в том, что за коем веке, за несколько веков украинцы бьют на территории фашистской России своего агрессора, угнетателя. В коем веке. И хотя всегда украинцы били малыми силами, но всегда били русских, советских, имперских оккупантов на протяжении всей истории. Но после того, как украинцев не хватало сил, они проигрывали это сражение, в истории оставалось, что самые великие войны это русские, российские, а украинцы это так, бандиты где-то по лесам, по полям бегали и так далее, и так далее. Точно так же они относятся и говорят про нас. Наших воинов, настоящих воинов, которые сейчас реально воюют за Украину, это только вот остатки нашего воинства, которое осталось после кровопролитнейших 10, 15, 20 лет сражений. Вот имя этих людей присвоили, прибрали к рукам кадыровцы, русские нагло им помогли это сделать, те прибрали, и теперь они якобы представляют себя какими-то воинами, защитниками и так далее. Нет, они не были воины, русские сами говорят, некоторые разные русские аналитики, разные комментаторы, говорят, почему чеченцы, когда они за Украину, за Сирию, за Чечню, они воюют хорошо. А когда они за нас, то есть за русских, когда он говорит, они почему-то не бывают такими фанатичными, такими дерзкими, смелыми и так далее. А все дело, конечно же, в мотивации в какой. Это же секрет прост. Когда идут за деньги, под палкой, запуганные, или самые отбросы идут, которые никто больше не пошел в эту армию, кроме этих. И сейчас нам пытаются показать, что вот Украина побеждает отбросы. Предателей она, никого, ничто она побеждает. Нам вот это хотят представить. Украина побеждает регулярную российскую армию, Федеральную службу безопасности и все разные полиции, милиции и все остальное. Мы это видим, в принципе, это ожидаемо было. Просто нужно было сделать эту дерзкую, хорошо профессионально подготовленную операцию, которую, кстати говоря, совершают на День Победы Чеченской Республики Ичкерия над фашистской Россией. В 1996 году, 6 августа, была заключительная военная операция под кодовым названием «Джихад», которая посадила за стол переговоров фашистскую Россию против маленькой Чеченской Республики Ичкерия. И этим это не закончилось. Понимаете? И этим не закончилось. Даже когда мы вынудили сесть за стол переговоров, они продолжали и ИПСО, которых в том числе такие же, которые я вам сейчас говорю, и крутили, вертели юридически, чтобы нас обмануть, используя среди нас агентуру, Ахмеда Закаева, других деятелей, которые работали на Россию, которые сливали чеченскую, бия в грудь кулаком, сливали чеченскую историю. Сейчас это все очевидно. Сейчас есть документы, сейчас мы уже многое понимаем. Сейчас мы сравниваем, как они воюют против Украины, и некоторые вещи анализируем, и складывается пазл у нас полностью, что происходило по отношению к нам. И сейчас, когда Украина бьет фашню, как только может, нам подкидывают вот эту ИПСО и говорят о том, что
побили кадыровцев. Мне было смешно наблюдать. Сидят десятки, просто 20, 30, я не знаю, 40 пленных российских солдат, там, военных, видимо, пограничники. И из них только 3 человека из Грозного. И им задают вопрос, а остальные не люди, что ли, я вас спрашиваю? Вы что, специально делаете это, что ли? Я не могу понять. Вы что, боитесь победить русских, что ли? Что проиграют вот русское воинство, русский дух, русская доблесть уступит украинской? Вы этого боитесь? Я не могу понять. Что они уступают во всех, по всем параметрам. И это еще при том, что паритета даже еще нет. Украинцы только-только подобрались там, к количеству вооружений, людей там, и так далее. Идет чисто не физика, а душком выигрывают, вытягивают это все украинцы. И мы это видим. Да, конечно, помощь идет колоссальная, помогает, но ее по сравнению с тем, что у России было накоплено к Третьей мировой войне, недостаточно. Понимаете? Вот такие вот вещи, на которые нам нужно обращать внимание. Обращать внимание, и нам нужно знать эти вещи, друзья. Дело в том, что сейчас может произойти следующее. Украина может дойти, ЗСУ может дойти до Москвы. Понимаете? А всем русским, я бы, например, кто меня смотрят русские, хотя сейчас скорость уменьшили, запрещают YouTube там на России и так далее, но еще до сих пор там 80% мои зрители это россияне, жители, проживающие в России. И временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, хотя она не на первом месте Чеченской Республики Ичкерия. И я хотел бы, пользуясь случаем, сейчас я перейду к вашим вопросам там, и так далее, друзья, пока, пользуясь случаем, возможностью, хотел бы продолжить. Я хочу сказать, что русские, я вас знаю очень хорошо, да, вы нас так не знаете, как мы вас хорошо знаем. И ваша позиция, она трусливая была все это время. В Совет, да, сломали, да, убивали, но вас, русских, вы на втором месте после чеченцев, а другие народы еще меньше страдали. Вас больше всего ломали и переделали. И все народы, которые сломались, они стали русскими. Из других народов присоединились к вам. И вы такая группа этническая. Не всех, конечно же, есть очень достойные, уважаемые люди, но большая часть это такая группа терпил. Этническая группа терпил, скажем так. Не в обиду. Факт есть факт. И когда совершался геноцид чеченского народа, когда в ваши дома спящих, ваших женщин, детей, Путин с Патрушевым взрывали и объявляли в этом виновными нас, и нападали на нас, вы все молчали. У вас такой договор был с Путиным, с Россией, с ФСБ. Вы не лезете в политику, вы маленькие людики, там, человечки и так далее. Они вас не берут в расчет. Они вам разрешают зарабатывать какие-то деньги. Русские, вы какие-то немножко привилегированные по сравнению с другими рабами империи, подданными империи. Но все равно вы рабы такие же, как все оккупированные, но чуть-чуть получше других. В принципе, вас это устраивало. Можно было там какому-нибудь там Махмуду, можно будет какого-нибудь там Миколе сказать, что ты там второй сорт, а я крутой там и так далее, и так далее. И вот происходит вот эта ситуация, вы молчите, уничтожаются ваши братья, как вы их называли, вы же их так называли, братья-украинцы. Да? Где это видано? Мы знаем древние случаи из Библии, когда брат убивал брата. Это так происходит иногда. И вы все вы показываете. Россияне, русские, все негативное, отвратительное, что может быть в человеке или в народе, вы все это реализуете. Полностью. За ваш счет вы все молчите, вы не при делах, там вы голову в песок спрятали, сидите. Но это все делается за ваш счет, за ваше имя. Вот мне не нравится, что, например, кадыровцев там используют. Потому что это касается чеченцев. Когда используют, и я возмущаюсь, я говорю, пишу везде, все чеченцы пишут комментарии по этому поводу, возмущаются. Вы молчали все это время. Причем совершался геноцид целых народов.
Грузии, Сирии, Ичкерии, сейчас в Украине. Затем, когда уже не получилось у них создать свою КГБшную вот эту новую империю, а вы подданные, вы никто, русские, простые, обычные русские, россияне, вы никто. И вы это знаете, вы это сами прямо говорите, и они, это ваша власть, это знает. И они начали покупать себе мясо. Кого-то обманом, кого-то там уголовной статьей, 3, 10, бомжей, бичей, все, всю Россию собрали, отправили, все, утилизировали. Заканчиваются. В Украине их встречает стена огня и свинца. Об этом я уже предупреждаю 2,5 года вас. Ну да ладно. За деньги идут, вы ни при чем, Русь, вы ни при чемыши такие. Спрятали голову в песок, вас это не касается, вы не виноваты, вас-то за что бомбить, вас-то за что убивать. Вы-то никому ничего не делаете. Ну, у вас такая логика. Вы отдельно, ваша власть отдельно, якобы отдельно. Там проголосовать, там грудь побить, там кулаком сказать, мы там Великая Россия. Всегда вы все вместе. А как только отвечать, то это Путин виноват и так далее. Хорошая такая. Работает эта схема. Работала эта схема долгое время. И сейчас появляется ситуация, что вас всех будут забревать. Я вас призывал уезжать, я вас призывал сопротивляться, там какие-то там голоса делать, высказывать свои. Теперь я вас призываю остаться такими же, какими вы были всегда. Вас сейчас будут массово мобилизовать русские, россияне. Вот как вы засунули эту голову в песок, то есть вы всегда побеждали свою власть саботажем. Просто вот притворюсь-ка я трупом, шлангом. Вот все, вот это был ваш единственный способ защиты. Вот теперь я вас призываю остаться теми шлангами и остаться теми же притворившимися трупами. Потому что вы должны игнорировать, вас сейчас погонят. Контртеррористическая операция, значит, давайте поподробнее. По всей видимости, наблюдая за тем, что сейчас происходит в информационном, российском, русском информационном пространстве, я могу предположить, что русские считают, что военные пропустили ЗСУ. Русская власть, Путин, они считают, что ФСБ считает, что военные, российские военные пропустили ЗСУ. Понимаете? Именно поэтому введена контртеррористическая операция, а не военное положение. Контртеррористическая операция, мы, чеченцы, знаем, что это такое. Это когда вся власть стекается в одни руки, и там особые там, правила, там, ну, короче говоря, ну, все можно, вплоть убивать можно людей там, без суда и следствия, как это они у нас в Чечне делали. Но введи контртеррористическую операцию в Брянской, в Курской и Белгородской области. Значит, ожидается, что в Белгородской уже там какие-то прорывы есть, и ожидается, что и в других местах будет. И полностью власть забрана у военных. Теперь этим всем занимается ФСБ. Вот в этой контртеррористической операции всем сейчас этим занимается ФСБ. И сейчас вас будут всех массово забирать на фронт. Родина в опасности, нужно вставать и так далее, и так далее. И единственная ваша сейчас защита, а вы, как и те предыдущие, которые за деньги шли и погибали, вы, которые сейчас будут насильно призваны, встретите также стену огня и свинца от Украины. И вот сейчас вы должны понимать, что ситуация очень критическая, и вам нужно сделать все возможное, чтобы не попасть на эту войну, саботировать, как вы это умеете профессионально делать, лучше вас, наверное, это единственный, самый такой, не самый, скажем так, достойный для мужчины способ защиты, но он у вас работал, этот саботаж. Этот саботаж работал всю вашу историю. Вы побеждали, притворяясь шлангами, что вы ничего заставите. Вроде вы делаете, и вы не делаете. Вот я вас призываю вот стать естественными русскими. Делаете вид, что делаете, и не делаете. Это будет для вас безопасно. И это с учетом для вашей безопасности предлагаю вам такой метод. Потому что другой, в принципе, у вас не будет работать.
Как-то так, друзья. Давайте сейчас почитаю ваши комментарии и продолжим наш интереснейший стрим сегодня. Я так полагаю, так как нас больше 400 человек смотрят в YouTube, 76 в TikTok, я полагаю, что YouTube еще на России не запрещен. Окей, отлично, Дион. Пойдемте дальше, почитаю ваши комментарии. Ну, конечно, как обычно, к нам нагнали здесь троллятину. Худшая новость России: чеченцы отказываются умирать за Россию. Это возмущает и путинцев, и хороших русских. Совершенно верно, СЦ. Я столько времени призываю кадыровцев, там, тех чеченцев, которые оказались случайно или насильно, добровольно в рядах вооруженных сил бандитской России, призываю по программе «Хочу жить» переходить на сторону Украины. Постоянно пишу, говорю об этом, твержу. И теперь у всех возмущает, почему же там они сдались, почему же они, это же отлично, если они сдались. Так это же супер, если они сдались. Значит, украинские жизни сохранены. Значит, украинское оружие, патроны сохранены, снаряды сохранены. И это круто показать, что смотрите, они сдаются. Это же еще лучше для тех, кто еще не сдался, мотивация для тех, чтобы они сдались. И это представляется каким-то позором. Вы что, кадыровцы сдались? Вы что? Я призываю сдаваться. Вы не мужчины и дураки, если вы не сдадитесь, кадыровцы, или все, кто служит России. Это самая большая глупость вашей истории, вашей жизни будет. И фатальная это будет ошибка, если вы не сдадитесь. Вы что говорите? Вы против свободных людей рядом с теми, кто вас вчера убивал, пришли убивать свободных людей. Вы же с ума сошли, что ли? И все, кто сейчас вот осуждают, вот тех, кто сейчас сдается, вы пособники, вот умышленно, неумышленно. Да, у некоторых сидят комплексы, и чтобы победить чеченца, просто чеченец, даже если он за русских, даже если он там не очень храбрый и отважный, достаточно, это же чеченец. Это фашистские комплексы, которые сидят, и в том числе и украинцев некоторых, как мы видим. Экзотические журналисты украинские, например, просто кайфуют от этого. Объясните мне просто, чтобы можно было разобраться в этом. Разве стоит умирать за Россию? Или за то, чтобы сказали, что вы не трус? Это трусость пойти в российскую армию. Трусость после убийства 30% твоих граждан пойти в украинскую армию. Многие идут туда насильно, нету, ну я не верю, что есть, уже в начале, может, какие-то были, сейчас я не верю, что найдется какой-нибудь клинический идиот, который пойдет сейчас служить в российскую армию, там, воевать против украинцев, ни за какие деньги. О чем вы говорите? Приезжаю в Курскую республику, к нам на референдум, говорит. Будет алкоголь, танцы и женщина. Будет весело. А я не смогу приехать в Курскую Народную Республику, но я целиком и полностью поддерживаю выбор курского народа, курян, и поддерживаю целиком и полностью Курскую Народную Республику. Ну, я еще раз напоминаю, я как-то в стриме сказал, если вы пойдете, я к чеченцам обращался, пойдете на Москву, то я хоть и воевать особо не умею, и зрение у меня не очень, но научиться-то я быстро учусь. Ну, я могу сказать, Москву я знаю закрытыми глазами. Вам не нужно будет, не нужны будут карты, если буду я. Поэтому я готов. Только позовите, скажите, куда. И к Москву я выдвигаюсь. А Курскую Народную Республику, вот там можно объявить и Московскую Народную Республику. Как вы думаете, друзья, да? Так, друзья, я перемотаю.
Просто скажи, что тебе платят пиндосы, и ты служишь дядюшке Сэму. Иван Козлов. Товарищ Козлов, мне никто не платит денег. Вот, положа руку на сердце тебе говорю. Вы постоянно меня хотите уличить, что я работаю там на ЦРУ, на БНД, там еще на кого-то. Я клянусь Аллахом, я не работаю, кроме его величества чеченского народа, ни на кого. Понимаете? Никто мне не платит. Ни одного рубля, ни одного цента, ни одного евро. Понимаете? Так, чтобы вновь и вновь те, кто подвергается вашей пропаганде, понимали, на этом канале не врут. Никогда. Так, друзья, перемотаю. Первое государство, которое дала по рогам, это государство Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому и КГБ России выделяет чеченца для наезда. А, к сожалению, СМИ Украины поддаются на эту провокацию. Да, Киртука, приветствую вас. Да, поддаются. И в Украине до сих пор не проведена люстрация. Если она не будет проведена, люстрация КГБшников, СБУшников, если она не будет проведена, я вас уверяю, все завоевания, все усилия уйдут в песок. У нас было именно так. И вся война, что с российской стороны, что с обороняющей стороны, вот почти в один происходит, что в Украине, что у нас была в Чеченской Республике Ичкерия. Так. Так. Вот вы реально думаете, говорит, дагестанец мне говорит, 0,5 у него здесь стоит, феномен 0,5. Вы реально думаете, что украинцы и НАТО вместе смогут Курск захватить? Без всякого, как есть, скажите, ваше мнение, говорит. Привет, феномен. Я тебе хочу сказать, что нет, украинцы и НАТО не смогут захватить Курск. Потому что это сделают одни украинцы, без НАТО. Понимаешь? И сейчас они это делают. Более того, я, конечно же, не имею никакой инсайдерской информации. Я считаю, что нужно идти до Москвы и брать Москву. Брать Москву это нужно. Расширять нужно плацдарм, расширять нужно наступление. И все российские войска, которые есть, они должны перейти в подчинение украинской армии, которая сейчас действует, командиру, который сейчас действует в ЗСУ или генеральному штабу Сырскому, присягу сразу ему, и давайте, если хотите кровью искупить, если вы хотите не сесть на скамью подсудимых и не нести ответственность, сейчас же нужно переходить на сторону Украины. Потом будет поздно. Это всех касается, понимаете, всех. Конечно же, только Украина, НАТО при чем здесь? НАТО помогает, да, дает информацию, дает оружие, воюют украинцы.
Так, подождите. Тут они немножко попутали. Ну что, давайте поговорим. Зачем тебе Москва? Смешной ты человек. Отвечать за свои слова тебе придется перед русским и чеченским народом. Ирина Моисей. Мне Москва, она нафиг не нужна, если честно. Мне она нафиг не нужна. Но она нужна для того, чтобы вы не представляли угрозу для нас. Понимаете? Вы нас убиваете. Зачем вам наш город Грозный, бывший ныне город Джохар? Зачем он вам? Вот у вас что, земли мало вам, страны мало и так далее. Не, просто у вас такая ублюдочная человеконенавистническая идеология. Вы считаете, что вы должны вот таким вот образом покорять, завоевывать, уничтожать чужие народы. Знаете, как сказал Джохар Дудаев? Если вы не остановите свое политическое военное руководство, то красный петух войны войдет, россияне, в каждый ваш дом. Не верите? Спросите курчан. Они вам расскажут. Так, давайте посмотрим, что нам пишут здесь. Тут ты смотри. Ичкеристы тоже есть в Курске. Гамлет, я точно не знаю, но по всей видимости есть, конечно. Чеченцы с русским флагом на плечах, предатели своего народа. Абсолютно, 100%. Наверное, твой дед Бандера. Нет, я сам чечено-бандеровец. Так, Рамис, вітаю, Машвойль. Да, Максим, я видел, наловили кадыровцев. Ну вот об этом и речь. Из кадыровцев делается, как будто война идет против кадыровцев. Вы понимаете, что это ИПСО? Вот об этом и речь. На самом деле в истории должно остаться, там, в новостях, везде, что украинцы воевали не с русской армией, не с Российской империей, которую они вот сейчас мы видим, побеждают. Вот так они спустили в песок нашу борьбу. Понимаете? Они нам так преподнесли, что мы, оказывается, против Кадырова воюем, а не против России, оказывается, воевали. Оказывается, не Россию мы выгнали, и не Россия там нам геноцид устраивала, а, оказывается, марионетка России Кадырова во всем виноват. Это такой трюк такой делается. И вот сейчас делается то же самое. Сейчас, в коем веке, не на территории Украины, уже давно это происходит, на территории самой фашистской России, украинцы зашли и берут в плен ФСБшников, бьют там, гонят их, они там в такой панике пребывают. Вы даже не представляете, просто они еще пытаются это скрывать. Но они уже на грани срыва. А так произойдет, потому что если сейчас русские будут переходить на сторону украинцев, там партизанщина будет, там военные будут переходить, особенно если это будут регулярные военные российские будут переходить. А по всей видимости, русские подозревают, что им границу запустили их военные. И вот сейчас они пытаются как-то это все купировать, как-то остановить и так далее, и так далее. Ну, будем наблюдать. Будем наблюдать. Мы воюем против русских, а ТикТок войскам просто указали их место. Чеченцев мы уважаем. Все верно, Максим, совершенно верно. Но мы должны еще понимать, что они это делают не просто так. Вот этот ИПСО запускается. Представьте, какой психологический будет эффект, когда будут по всем каналам говорить.
ФСБ задержано, ФСБ задержано, задержано массовое пленение ФСБшников, которые стоят на коленях, руки за голову, там сдают оружие. Какой это будет пропагандистский эффект? Вы можете задуматься? А ФСБ это не нужно. И СБУ у вас в Украине некоторому, не про всех, некоторому СБУ тоже это не нужно, как мы понимаем. И запускается ИПСО, что вот, да, вот смотрите, кадыровцы. Кто такие кадыровцы? Вы посмотрите интервью Шамиля Басаева, который всю свою жизнь воевал против русских. И его спрашивают, как доблесть кадыровцев там, вы объясните. Он говорит, по сравнению с русскими, это, ну, они никто, ничто, говорит. Никакой доблести, которая есть там у русского солдата, ее у кадыровцев напрочь не существует. Понимаете? Вот с каким уровнем вас пытаются сопоставить. Вот в чем заключается это ИПСО. И это такой трюк империи всегда. Всегда выходить из-под удара и перекладывать вину на других. Себя перекладывать вину на других. Понимаете? Вот о чем речь. Вот что мы должны понять. На всех каналах в настоящее время показывают. Сидят десятки пленных. И только 3 из них чеченоговорящих. По всей видимости, чеченцы. По акценту. Я полагаю, что это были чеченцы. Они говорят, что они с Грозного. И все. А что, другие что они? Не люди, что ли? Так это ж фашизм чистой воды. Вы что, ребята, русских пленных за людей не считаете, что ли? Вот так это все преподносится. Побеждает Украина русскую армию. Украина побеждает. Украинское воинство, украинская доблесть бьет русскую армию и русскую ФСБ. Понимаете? Великую русскую, непобедимую русскую армию и великую ужасную ФСБ. Массово. ФСБшники десятками стоят на коленях, руки за голову и сдаются. Вот о чем нужно говорить. Вот как это нужно показывать и представлять. А не так, как пытаются эти нам все показать. Понимаете? Потому что это далеко идущие планы. Завтра, когда придется отвечать, они завтра будут, так вы не против нас воевали. Мы-то всегда за вас были, украинцы, они вам будут говорить. И внутри вас, Украины, будут говорить вот эти разные экзотические журналисты будут рассказывать о том, что так мы против русских не воевали, мы же воевали против вот этих там чуркобесов, там вот этих разных там и так далее, как они любят говорить. Вот как это будет преподноситься. Именно так они делали с нами, понимаете? Что мы воюем не против России, не русского спецназа, который бежал, только пятки сверкали. Понимаете? А что мы воевали против... У нас была гражданская война, и мы, оказывается, воевали против кадыровцев. Вот как это делается. Так, давайте дальше. Курчата и Красный Петух войны совпадение? Не думаю, Бог. Зачем желаете войну людям? Ни в коем случае, ни в коем случае. Это может показаться, да, что я сейчас так яро выступаю на одной стороне, и поэтому я хочу войны. Ни в коем случае, я наоборот, категорически против войны. Самое ужасное, что есть на этой земле, это война. И я не злорадствую. Вот сейчас курчане бегут, как бегали сейчас украинцы уже 10 лет, последние 2,5 года массово. И мы сколько лет бегали. И я, знаете, когда увидел, что там женщина говорит, вот мы только во всем выскочили, только вот одежда, которая на нас есть, ни денег, ни документ, ничего, короче, вот выскочили и все. Все сгорело, все разбили. Я знаю, что это такое. Потому что, если вы хотите понять, что такое война, возьмите все ужасное на этой земле, объедините в это, и это будет представление о войне. Вот насколько ужасна война. Но когда я увидел эти кадры, я вспомнил одного нашего командира чеченского, которого русские пришли в его дом, ну, русские, я имею в виду, кадыровцы, вместе с русскими. И там был один местный там коллаборант, который возглавлял, показывал русским, где дом, как что делать там и так далее. И пришли, они сожгли дом этого, отца этого командира, вот этого чеченского командира, отца дом сожгли. И этот чеченский командир пришел к отцу того, кто его дом сжег,
вывел его, поговорил с ним и сказал: ну все, выходи. Короче говоря, твой сын не дал моему отцу ничего взять, я разрешаю тебе взять, что ты можешь, и давай уходи, я сейчас твой дом тоже буду сжигать, он ему говорит. И тот говорит: а куда я пойду? Ты сам подумай. Я же старый человек, я за своего сына не отвечаю. Куда я пойду? И он тогда к нему, говорят, наклонился и сказал: сходи к моему отцу и спроси, куда он пошел. И он тебе расскажет, что делает, когда сгорит дом. Вот когда я такое вижу, вот этих женщин, я хочу их попросить: сходите к моей маме, позвоните моей маме. Она расскажет вам, что делать в таких случаях, когда все до нуля у тебя уничтожается, и ты там чудом выживаешь там и так далее. Поэтому вот такие вот дела. Война нам не нужна категорически, мы категорически против войны. Но дело в том, что чеченская пословица есть такая, если не дословно, а смысловой перевод перевести: если у одних течет кровь, то у других молоко не течет, не должно течь молоко. Да? Так не бывает. Так не бывает. Это вам кажется, что вы где-то там убиваете далеко, каких-то там хохлов мочите, там фашистов, нациков мочите там и так далее. И ваши приезжают, унитазы новенькие или не очень привозят. Все остальные как бы должны страдать, а вы должны восхищаться. Нет, да, вы не виноваты, опять же, вы голову как в песок спрятали, там верхнюю точку оставили и все. И сидите себе в приятном неведении. Ну, это не так. Мы не за войну, мы против войны. Я категорически против войны. Но я за то, чтобы фашистская империя ответила за все преступления, которые она совершила против чеченского народа, грузинского народа, сирийского народа, украинского народа и многих народов, в том числе и в самой России, внутри России. Тот же геноцид ингушского народа в 1992 году. Да много чего вы делали. Как ты считаешь, должен ли Кавказ объединиться? Конечно, должен объединиться. И у нас есть проект под это. Это называется Кавказский дом. Мы кавказская нация, и мы должны объединяться. Но еще нужно учитывать то, что русские спецслужбы пытаются под видом объединения кавказцев создать симулятор. Это их излюбленная методика. Создавать симулякры искусственные какие организации, масса просто создается. Псевдопатриоты, псевдозащитники интересов и так далее, и так далее. Да? Я за то, чтобы кавказская нация объединилась. Видел заголовки украинских СМИ: вначале чеченцы убежали, а затем кадыровцы. Нет, я не смотрел, но я представляю, потому что украинская пропаганда, она работает на Россию. На Россию работает некоторая пропаганда, к большому сожалению. И это приведет к катастрофе. Сперва они говорят кадыровцы, потом, ну сейчас ты говоришь, что не сперва чеченцы, а потом переделали кадыровцы. Это они нам так для затравки. Потому что когда мы на это реагируем, мы еще больше привлекаем внимание. Понимаете? И особенно если мы это делаем недостаточно или там некачественно и так далее. И за все это время я заметил, украинцы, сами украинцы, особо по этому поводу не возмущаются. Чеченцы воюют, тысячами воюют в рядах Украины, много чего. Ну, что-то какого-то там заявления там от политических или журналистских кругов на эту тему, ну, что-то я не вижу, чтобы сказать: ребят, смотрите, мы воюем против России, и это очень круто будет, если мы победим Россию, а не каких-то там отщепенцев чеченского народа нам представят победу, как будто мы их победили. Понимаете? И
псевдопатриоты в Украине, они способствуют тому. Это излюбленный метод. Вы можете просто, у них, они прямым текстом говорят, и между строк можно услышать, прочитать, когда они это говорят, что всегда они свою вину перекладывают на других. И сейчас большая вот задача, очень ответственная задача, переложить вину на кого-то другого. Ну, сейчас удобнее всего это сделать на чеченцев, на кадыровцев. Да, сегодня кадыровцами их называют, потом плавно они перестанут быть кадыровцами, станут чеченцами, а потом скажут в Украине экзотические Золкины, скажут, а давайте-ка мы вот эти сейчас войска, мы сейчас уже как бы объединились, пойдем на Кавказ против чеченцев. А причем все, кто уже забраны в армию, они уже находятся там на передовой, воюют и так далее. Зачем идти на Кавказ? А для того, чтобы отвлечь внимание и русскому людоеду, который не смог вдоволь напиться украинской крови, потому что отпор дают, пойти попить чеченской крови, женщин, детей. Они же только их могут пить, убивать. Да? В бою их доблесть оставляет желать лучшего, как говорится, да? Вот как это все представляется. Ливан Кочеряв, да, это антигуманно, мягко говоря, воевать на стороне русских касается любому. Но с другой стороны, это хорошо, что кадыровцы ушли из Курска. Путин использовал их в час и хочет уничтожить. Сейчас и хочет уничтожить. Абсолютно, Ливан, согласен. Я, наоборот, постоянно призывал всех тех, кто чеченцев, кто находится и на чеченском языке, и на русском. И вы, которые вы смотрите меня, наверное, слышали об этом неоднократно, что уходите, сдавайтесь, переходите на сторону Украины, 3-е, 10-е, и все равно такое впечатление, что обиделись. Как обиделись? Но есть еще другая версия. По всей видимости, российские военные пропустили за деньги, за трусость, не знаю по какой причине, пропустили украинцев, и сейчас нужно это все переключить на кадыровцев. Сказать, что это вот кадыровцы бегут, там кадыровцы это делают. Я призываю этих Апти Алаудинова. Апти Алаудинов уже запатентованный убийца и враг чеченского народа. Прощения ему не будет никогда среди чеченского народа. Потому что это человек, который убивал чеченцев. И за это получил генерала. Но всех остальных я призываю, переходите на сторону Украины. Не сопротивляйтесь, бегите, складывайте оружие. За что? А сейчас уйдешь, за что вы будете воевать? За что? За то, что вам там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч рублей дают? 2000 евро. На стройке у нас здесь в Германии человек больше зарабатывает, чем вы зарабатываете, погибая, получая увечья и так далее. И всем русским говорю, военным, переходите на сторону Украины. Ваша власть – это ваш оккупант, это ваш враг, когда вы это поймете. Не нужно воевать, не нужно сопротивляться. Вы все равно не победите в этой войне. Понимаете? Весь мир против вас. Причем эта война не ваша война. Не ваши русские интересы отстаиваются. Интересы ФСБ и нового дворянства. Вот что. И сейчас, когда ФСБшники стоят на коленях с руками за головой, нам показывают каких-то там кадыровцев. Это просто смешно. Что вы делаете? Вы что, сами себе враги, что ли? Это касается украинцев, говорю. Вы что, в коем веке вы начали брать ФСБшников в плен и массово брать в плен на их территории? Они бегут от вас, сдаются, а вы нам кадыровцев подсовываете. Вы что говорите? Хотите завтра сказать, что великая русская армия снова воспряла, и что она, великая ФСБ, великая русская армия, что они с новыми силами будут там дальше нести знамя доблести русского там, воинства и штыка? Нет этого. Это фейк, это выдумка.
И сейчас это доказывается. А если кто-то хочет поставить там чеченцев в пленное состояние, показать, какие они там униженные, захваченные и так далее, то вы сперва посмотрите на тех чеченцев на стороне Украины. Сколько сдалось в плен русским? Скажите мне. Сколько чеченцев со стороны Украины сдалось в плен, сколько чеченцев со стороны Украины, настоящих воинов, которые не джамбетовы разные, закаевские, засланные, а настоящие, которые не переходили на сторону, а сражаются. Ни одного я не слышал этого случая. Вы слышали, тысячи там. Ни одного я не слышал случая. Понимаете? Потому что вот чеченцы, если вы хотите победить чеченцев и гордиться, я про украинских разных там шовинистов, фашистов, которые считают, что украинцев, чеченцев, если они победили, то они воины. Но это не так. Если вы хотите все-таки, чтобы это доказать, то вам нужно идти в ряды вооруженных сил Украины и вот против этих чеченцев сражаться, побеждать и вот этим гордиться. А не тем, что какие-то люди, которые насильно погнали, которые предали и свой народ, и все, что только возможно на этой земле, их показывать и гордиться этим. Смешно. Смешно. Ведущий украинского канала 24, цитата, чеченец Апти Алаудинов заявил. Причем, Шамсат, самое интересное, это украинский канал 24, это самый пророссийский фашистский канал, не самый, там есть еще полно. И самое интересное, что Апти Аронович Алаудинов родился в Ставропольском крае, уроженец Ставропольского края, не Чечни, и сам себя называет русским офицером, русским генералом. Но украинская 24 упорно нам навязывают, что он чеченец. Чеченский народ он предал. Его отец воевал против чеченцев, был убит, он так говорит. Он сам воюет против чеченцев. Убивал огромное количество чеченцев. За это его русские подняли до уровня генерала. Он сам себя называет русским офицером, русским генералом. То почему вы упорно нам пытаетесь это навязать, а? А всех чеченцев, которые там находятся, кто сражается сейчас, и я уверен, сейчас и в Курской области есть чеченцы, я всем вам хочу сказать, обращайте на это внимание. Если вы не в политике, то политики, вспомните, как перед началом широкомасштабной агрессии фашистской России на Украину, нападение на Украину, как ввели санкции против батальона шейха Мансура. Помните? Не за черт собачий просто ввели санкции. И хотели их там депортировать, там отняли у них там карты, им заблокировали. Ну все, помните, было. И это могут они повторить, потому что пятая колонна, работающая на русских, она в Украине до сих пор есть и очень даже сильная. И вы сейчас видите это все. Вот сейчас массово стоят ФСБшники на коленях, абсолютно нагло нам показывают кадыровцев. Ну, говорите про ФСБшников, если вы настоящие, если на самом деле боретесь с фашистской Россией. Говорите, смотрите, ФСБшники стоят, они скажете, потому что внутри кто-то скажет, но вот эти пропагандисты не скажут. Дело в том, что КГБ СССР имеет свой филиал в Украине, КГБ УССР. Понимаете? Вот в чем проблема. Вы побеждаете супер вторую армию мира русских там непобедимых. Вы это делаете легко и просто. И чтобы ваш успех не был закреплен, вам выбрасывают этот ИПСО. Понимаете? Вот в чем проблема. Так, ну что ж ты не идешь? Что ж ты ничего, куда не иду? Так. Да, дискредитация чеченского народа – это мечта Российской империи. Но не получится. Вива Ичкерия. Ливан Кочерава. Спасибо, Ливан. Спасибо большое. Спасибо. Важно, когда не чеченцы об этом говорят.
И важно, чтобы мы все это понимали. Я это говорю не только потому, что вот против чеченцев идет вот эта работа, она ведется уже на протяжении нескольких лет, и несколько лет с первых моментов, как я понял, что они собираются переключать всю агрессию, все внимание и вину на сперва кадыровцев, потом уже на чеченцев, я начал об этом говорить. В какой-то степени нам удается, хотя бы вот вы это все понимаете, в какой-то степени нам удается сбить это все. И вот сейчас важно объяснить людям, донести до людей, что война идет против Российской империи, которая терпит поражение. Слава ЗСУ, слава Украине. Чеченцы не подчеркивали национальность украинца, который пришел вместе с русскими убивать чеченцев, как это делают украинцы. Совершенно верно, Шамсад. Мы знаем одного осужденного русского, который убивал чеченцев, несовершеннолетних девочек в том числе, душил, убивал, казнил, там, зверствовал очень странно. Это Юрий Буданов. Он из Донецка. Когда-нибудь кто-нибудь слышал, что мы говорили, что он с Донецка, он с Украины, это украинец, там, хохол, еще что-то? Никогда мы не интересовались его национальностью. Понимаете? Никогда. Хотя он был не один, их было очень много. Поэтому эти вещи, они будут, пока украинское общество так относится к этому, будут, потому что внутри украинского общества есть абсолютно стопроцентный пророссийский. Посмотрите, Гордоны, Мордоны, они все сидят, дальше продолжают, никто их не прерывает. Никто их не затыкает. Арестович вот, мутил, откровенно мутил. Сейчас сбежал в Америку. Сейчас все поменялось. Вчера, наверное, позавчера слышали его мат-перемат в адрес русских, России, как он присягу давал, там, как он за Украину, там, 3-10, видимо, нос по ветру держит. Парень не глупый, Арестович. Но вот, и вот посмотрите, откровенно вот такая вот ведется античеченская деятельность. Ну, ничего, ничего. Зато есть много тех, кто понимает, есть много кто поддерживает. Херсон витае. Нам, украинцам, не понять, почему великий народ Ичкерии сейчас, имея шанс на свою независимость, этим не пользуется. Да, вам не понять, Саня. Знаешь, почему Херсон витаю? Знаешь, почему не понять, Саня? Дело в том, что тебе нужно этот вопрос задать, знаешь, кому? Людям, которые живут в Крыму и Луганске и Донецке, в оккупированных территориях. Это раз. Во-вторых, тебе им этот вопрос нужно не сейчас задавать, а после того, как русские там совершат геноцид. Например, тебе этот вопрос нужно задать жителям Бучи. Вот вся Чеченская республика это Буча. Только в Буче она отличается тем, что по масштабам меньше то, что там произошло, и то, что весь мир сочувствовал всем этим погибшим, раненым, пытавшим, запытанным там и так далее, помогал и отстраивал Бучу. А чеченцев сказали, что так и надо. Вот представьте, пришли русские войска в Бучу, устроили там резню, а туда приезжает президент Соединенных Штатов, например, Билл Клинтон, и говорит, надо было мало кровью, что-то ты тут много. Берет там, кого там, возьмем, кто у вас там, у русских герой, какой-нибудь там, что-то я героев их не помню, да, с никого. Какого-нибудь там, берет генерала там, возьмем этого, начальника генерального штаба Герасимова. Буш приглашает его в Белый дом, одевает ему звезду героя, свою российскую звезду героя, он сюда вешает, и Буш с ним фоткается, или, например, Камала Харрис, или Трамп, Дональд Трамп фоткается с ним в Белом доме. Как вам такое? Нормально? Вы представляете эту картину?
Давайте, чтобы было понятно. Буш старший пригласил Шаманова, геноцид, который совершал, который уничтожал чеченцев массово, призывал уничтожать всех. Буш младший со звездой Героя России, Шаманов в кабинете, в овальном кабинете рядом с Бушем фоткается. Так это, чтобы вам было понятно. Почему чеченский народ не встает? Такие удивительные вопросы бывают у людей. А почему вы все это время не вставали? Вот у вас сейчас гибнут люди, украинцы. Почему вы все это время, вот 20 лет мы воевали против них, тянули эту лямку сами, одни, когда весь мир отвернулся? Почему вы, украинцы, не вставали? Почему вы сдавали свое ядерное оружие русским? Почему вы соглашались там с ними быть братьями, там, сестрами или еще кем-то? Я не могу понять, как это так произошло. Можете объяснить? Что у меня тут с интернетом случилось? Говорит, сбой у нас. Сейчас, одну секунду. Поэтому вот такие вещи, они, конечно же, хотелось бы вам, чтобы мы поднялись. Но все, кто поднялся, они у вас там находятся. Все, кто поднялся, тысячи чеченцев воюют. Со стороны Украины было 13 или 12 украинцев, которые воевали. Мы благодарны украинцам, украинскому народу за это. Абсолютно 100%. И счастье, которое меня, молодого пацана, который бегал смотреть там на украинцев, на Сашко Белого, лично видел его. Беркут там был парень, который погиб. Для нас это была просто супер поддержка. Супер поддержка. Это морально-психологическая поддержка была. И я понимаю, что хотели бы сейчас, чтобы весь там мир там перевернулся, там чеченцы поднялись и так далее, и так далее. Так вот, мы геноцид пережили. Почему вы не обращаетесь к крымчанам, поднимитесь, крымчане? Почему вам эта идея не приходит в голову? Почему вы луганчан, дончан не призываете подняться? Тоже странно, да, получается? Эти вещи очень простые, но для того, чтобы задать какой-то вопрос, постарайтесь влезть в шкуру этого человека, которому вы пытаетесь задать вопрос, а не быть как-то по-русски смотреть на это, эгоистически, то есть смотреть на этот вопрос. Сотни байцер украин, что он беш. Дер байцер, койца гор, я шийца гор. Уайцат он беш. Үш бар, үш югаск бай эл ахчалуш. Вайчан, вайнашам байцер үш. Бай эла дудаюс, айл баю иш эла лара беш лилеш бар. Они в боях, сражениях участвовали, а потом иш лар беша, потому было бы плохо, если бы их иш вайчар, например, из Айскшен иш пропагандер. Иш ларбин, эребер, абай таркыш, иш байт сабай, ит танум цахелит. Иш ларбеш хабалин бу. Так. Как ты считаешь, когда Кавказ будет свободным? Кавказ, я не знаю, когда будет свободный, но я надеюсь, в ближайшее время Ичкерия деоккупируется. Такие вот дела. وقال كودو وين دين دول غلق و ديت دردو تاق بقلا شاش تعدينا ماتش
Удутиеш вайн динек Идрис, художник. Удутиеш вайн да дина ивайдиц дина двихардуеште. Хинц украиншан има эл боасюге, ху боасу, сухич мавац. Qoitsa guatsar el boasug, bai qobay war regayol informacijas qobay warish ya masurish. Asvek 100% sugayol informacijas. Qoitsa warish sivo venag. Shit var я qoit var. Царя ца ши вир нақылғар и остальные уехали. Цақита персоме гердо. Стопила. Дазам тешни ди дацерас Хосан вегвац чуоле даца. Умничать добюль беждать бант вот вагдоса. Дазмадиету. Он баня гарон дела. Дазмадия. Дайдия атах кайравале. Дазмадия. Şu Sovyetçik dat, Sovyetçte dizersun, godi yezersin, oman dat, Sovyetçte dizersun. Oman godi yezer. Şuduk dat, şey vegga tsanavin dat, noçi biavak iç. Так. Спасибо, псих, спасибо. Ваши имамы и братья из Исенджихаза доллары резали в той же Чечне. Кого резали, Виктор? О чем ты говоришь? Такс. Немножко жалко, да. Да, ведущий, что жарко стало. Сегодня, да, жарко очень. Жарко не то слово, просто не то слово, да. Sadıgar ola, sen olştek. Barkal, barkal. Дагар ма оласе, цундел, цан киетвайшинез. Так, сейчас уникальный шанс и для Японии, и для Финляндии забрать свои исконные земли у России. Но я не думаю, что они этим воспользуются. Да, не говори. Легендарный великий народ Чечении выгнал в свое время в 95-96 годах оккупантов. Мощную военную машину Русской империи из Чечении, но их тогда никто не поддержал. Да, совершенно верно. Так.
боитесь Россию, правильно делаете, говорит. Не, ну смотри, ну что значит боюсь, боимся, что значит боимся? Ты боишься наступить в кучу, боишься. Ну это же нормально бояться наступить в кучу. А если эта куча еще она ядовитая, ты боишься в нее наступить? Что у тебя весь ботинок разъест, боишься. Ну что не бояться-то? Вот такой страх, понимаешь, не больше, не больше. Боже, храни 50 штатов Америки. Аминь. Айн Саммер Вольф. Господи, благослови Америку. Ты за Израиль или Палестину? А ты знаешь, что Израиль и Палестина это одна территория? Ты знаешь, что за вопрос задал Саид? До того ты безграмотный, к сожалению. Мне очень жаль тебе это говорить. Но кроме тебя, кроме меня, тебе это никто не скажет. Это как сказать, знаешь, как ты за Ичкерию или за Кавказ? Вот приблизительно ты вопрос задал. Ты за Ичкерию или за Кавказ? Можешь представить, насколько ты для человека, который понимает, в чем дело, насколько ты выглядишь тупым. Прости, Саид, но я должен был тебе это сказать. Что же вы гордо не откажетесь от российского финансирования? Так, мы гордо отказываемся от ваших вонючих танков и оккупантов. А финансирование нам не мешает. Мы, наоборот, будем еще требовать контрибуции, компенсации. Там мы много кому задолжали. Придется немножечко раскошелиться, да? Приват security. Асан, вот ты умный человек, сказал за Палестину. Ну, а как еще ему ответить? А как еще, говорит, ты за Израиль или за Палестину? Это как, за Ичкерию ты или за Кавказ? Я за Кавказ. За целом за Кавказ. Ну, конечно же, и за Ичкерию. Как еще ему ответить? Как-то так. Так, все, началась любимая тема, им так и нужно было переключить. Мы говорим про Курск, мы говорим про Русню, понимаете? Русню-матушку, которую сейчас топчет сапог украинского солдата, да, и чеченского однозначно тоже топчет, да. Как ты думаешь, если Чечения была бы в составе Америки, как бы жила Чечения, говорит Косе? Для этого нам нужно прибегнуть к примеру, который существует в этом мире. Давайте возьмем Северную Корею, которую помогали русские, и Южную Корею. Давайте возьмем Японию и Курильские острова возьмем, которые были японскими. И вы сразу получите ответ, как были бы, ну, не в составе, Америка в свой состав не берет, там только 50 государств, ну, хотя бы союзниками быть под военным союзником НАТО или же Соединенных Штатов. Тогда было бы этого достаточно. России конец. Да, Алина, совершенно верно.
Шубаандош, хербоно, чуть-чуть, эмш. Вот, Тробаандош, Андреда. Тромаш, да, луж, да, Муцерая, фамилия Никот. Ну, она вас представит, видишь? Муцерая, фамилия Андаяк. Хотя, может быть, взгляд, что Шермегова. Курск — это Украина. Да, Ишкерия навсегда, совершенно верно. Ассаламу алейкум, Саваш. Ва алейкум ассалам, ДЧ. Все понятно, говорит, ты сынок Сороса, одна и та же песня. Блин, раскусили, братцы Дизера. Да, Сорос, Морос, никто не платит мне, понимаете? Никто на этой земле мне не платит, понимаете? Асан, там живут 1,5 миллиона человек, все они оккупированы. Ты так считаешь? Ты думаешь, вся Чечня? Конечно, а как? А ты считаешь по-другому, что ли? А ты, наверное, у тебя память, Алексей, короткая, Курткезов. У тебя, наверное, память короткая получается. Ты забыл про войну. Ты думаешь, так просто вам по телевизору сказали, воевали, убивали, там, разрывали людей на куски, сажали на пожизненные сроки, убивали людей без трупов, труп не возвращали, террорист там, свиную шкуру завернем там. Издевались, унижали, насиловали, грабили. А потом по телевизору мы помирились, все. И все такие, да, мы помирились, все, зажили. Вы что, долбанутые, что ли? Я не могу понять. Вы что, дебилы, что ли, конченые? Я не могу понять. Вы так, просто так, выключил телевизор, вам сказал, все, нету ничего. Так вы же геноцид устроили, 30% наших граждан убили. Вы что, клинические, что ли, идиоты или еще не полностью? Что за разговор, короче? Конечно, оккупировано. А кто воевал против великой непобедимой русской армии 20 лет? Скажите мне, в одиночестве, одни, называя весь мир террористом, здесь Европа выдает террористов, надо бороться с исламскими террористами. Сюда в Мюнхенскую конференцию приезжают, Путина на руках носят немцы, вот здешние немцы, которые сейчас даже у власти находятся, на руках носят. Он геноцид сотворяет, геноцид чеченского народа. Сжигают в печах чеченский народ. Его принимают. Да, конечно, боремся с исламскими террористами. Да, Владимир Владимирович, такой ты хороший. Приезжайте в Россию, мы вам операцию сделаем. У вас ничего не вырастет. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, все такие довольные. Вы думаете, все просто так забылось, что ли? Не то, что мы свидетели, живые свидетели всех этих событий, не забудем. Я не являюсь свидетелем геноцида в 1944 году, который вы совершили над нами. Я это переживаю так же, как сегодняшний геноцид, который я своими глазами видел. Потому что тот геноцид пережили мои деды, бабушки, отцы, матери. А это для меня такие же, как я. Я еще больнее чувствую их боль. Вы думаете, мои дети, наши внуки забудут сегодняшнее, не говоря уже мы забудем или нет? Да вы вообще нас не знаете, оказывается. Да вы вообще людей не знаете. Вы думаете, все Иваны, не помнящие родства, забывающие, как в этом фильме «Люди в черном». Кнопку нажал, пшик, и все, ты забыл. Так не бывает, так не работает. Вы что это? У нас десятки тысяч без вести пропавших. Мы не нашли тела их. Вы сжигали в перевозных крематориях, сжигали на покрышках, что угодно делали. На вертолетах отвозили в горы, выбрасывали массово туда, чтобы дикие звери ели людей. Сбрасывали. Живых людей вы сбрасывали. У меня дядю на вертолете вот так посадили, руки завязали и с огромной высоты скинули. Понимаете? В целях, что он там разобьется, умрет там и так далее. Он выжил. Вот такие вот вещи бывают. Так что, конечно, наша страна оккупирована. Русские совершили геноцид, который совершили в Буче. Вот будет то, что вы видели. Так вот, в Буче это был маленький эпизод.
Вся Чеченская республика – это Буча. На территории Чеченской республики Ичкерия были установлены десятки концлагерей, которые так назывались фильтрационными, где людей перемалывали, вербовали, ломали, унижали, насиловали, отрезали руки пилой, руки, ноги отпиливали живому человеку. Тока били, жили там, испражнения. Ну, короче, ужас. Люди с ума сходили. До сих пор люди сошли с ума, которые пережили вот эти вещи. Некоторые закрылись в себе. А какая-то душевная рана. У нас матери ждут своих сыновей до сих пор без вести пропавших. А Рогозин сидит, это 18 тысяч, это маленькая цифра только, которую он приводит. 18 тысяч без вести пропавших. Это много кто-то считает, а я считаю, это мало, говорит Рогозин. Димон, интересно, когда ты пропадешь, что скажут твои родственники? Что скажет твоя жена, твои дети? А? Интересно будет, да, узнать нам это. Вот такие вот вещи, которые следует знать днем. Нет, конечно, чеченцы не забыли и никогда не забудут то, что сделали. Не то, что сейчас забудем. Через 100 лет мы, вот сколько 44-го года, 80 лет прошло. 80 лет я эту боль, которую мне просто мои родители, мои деды рассказывали, ношу в себе. И я спрашиваю, я всегда об этом говорю. Как вы думаете, наши дети, внуки могут забыть это, если они от нас произошли? Нет, конечно. У нас другая культура. Мы никогда этого не забудем. Никогда. Украинцы обязательно отомстят за истинных чеченцев, которых Путин истязал. Да, совершенно верно. Только давайте тоже верно расставлять акценты. Не Путин. В Первую войну Путин вообще не был президентом, хотя был ФСБшником, принимал участие в геноциде 100% чеченского народа. Путин это всего лишь один человек. Он сам приезжать не может. Это все делала русская армия. Это делал русский народ при помощи других народов, которые, в частности, дагестанцы отличились, особенно отличились во время геноцида чеченского народа. Но это русские, это россияне, дагестанские народы, нам братские народы, тот, кто не принимал участие в этом геноциде. Наши соседи, наши братья. А все, кто принимал участие в этом, ну, они такие же. Такие же. Что-то не похоже, что чеченцы такое пережили, несмотря на то, им площадь 300 тысяч отмечать день рождения Путина. Сергей, конечно же, пропаганда, страх делают свое дело, деньги делают свое дело. Но вот ты говоришь, 300 тысяч отмечают день рождения Путина там и так далее, и так далее. Ну, во-первых, вы опять в очередной раз обманули. У вас не хватило у русских духа сказать, что вот мы прямо победили, потому что Запад смотрел, надо было вот эти двойные стандарты, реал-политик, лицемерие, цинизм, который так принято в политике и так любят тут на Западе в том числе, что нужно было изображать, что вы в какой-то степени нас спасаете, что идет гражданская война, дикие чечены убивают чеченов и друг друга там режут, и вы тут пришли и спасаете. Вот для этого вы поставили Рамзана Кадырова, самого тупого, самого необразованного чеченца, которого только можно было найти. Вот это было. Поэтому все считали, и некоторые чеченцы
в какой-то степени поверили в это, что Кадыровы реально спасли чеченцев, потому что это ставилось в заслугу, что вот русские хотели все вырезать, а Кадыровы остановили войну, Кадыров Ахмат спас там и так далее, и так далее. И люди идут за Кадырова. Если там одно видео есть, где говорят там Ахмат Силас, все поддерживали, потом Путин, Путин, кто-то там кричит, и такой смех везде. Это на митинге, которые, вот, про которые ты говоришь, вот эти путинги, которые собирают. И все засмеялись. А этот обломался, который хотел, чтобы и Путина тоже поддержали. Поэтому фактически Кадырова, многим в менталитете, психологии, то, что вы сделали, это даже не обсуждается. То, что сделала Россия, это в понимании чеченцев, это самое страшное преступление, которое сделали, возможно сделать над людьми. Поэтому это даже не обсуждается. Есть у некоторых обман, пропаганда, плюс, когда если ты не с этой версией не согласишься, тебе голову отрубят или твоих родственников запытают. Поэтому ты вынужден соглашаться, что Кадыровы якобы спасли чеченцев. Отчасти это можно представить так. С одной стороны, бандиты плохие наезжают, а хорошие бандиты якобы тебя там спасают. Вот таким вот образом представляется. Поэтому некоторые идут и на митинги выходят, и служить пошли, и работать пошли. Потому что надеясь, что людоедский русский народ хотел их всех убить, а Кадыров Ахмат договорился с Путиным, это все обман, фейк, это 100%, потому что Путин это и есть часть и добротная такая, типичная часть людоедского русского народа. Это есть Путин, КГБ, ФСБ. Поэтому это, конечно, обман. Но есть представление, что Ахмат Кадыров, когда людоедский русский народ хотел съесть всех чеченцев, сжечь, уничтожить, что это творилось. Это же не все, не выдумки. Вы думаете, я тут что-то выдумываю, сижу там, накручиваю там про какие-то геноциды, как там некоторые любят рассказывать, что их там отгеноцидили, их там перегеноцидили. Я вам говорю, на самом деле геноцид, юридически, правовой, фактически, геноцид, который произошел над нашим народом. И вот эти люди реально считают, что кто-то там их спасал, и они как-то спаслись. И вот таким вот образом, представляя, что мы как будто как бы независимые, и что Кадыров какая-то там независимая фигура, опять же для Запада, лицемерно, там все как положено, угрожая увольнением с работы, угрожая тем, что заберут твоих родственников на подвал, пытать током, если ты не придешь, уволят с работы, отчислят с университета. Вот таким вот образом собирают путинги. И на этих путингах нам показывают картинки, что вот там вся Чечня пришла там, и так далее, и так далее. И если честно, чеченцы, я не виню чеченцев за то, что они боятся Америки, боятся Европы, Запада, не доверяют. Потому что мы выросли, если потихоньку переходить, мы же должны быть объективными, правильно? Мне денег никто не платит, поэтому я объективен и независим. Я поэтому говорю эти вещи. Мы выросли на радио «Свобода», на «Голос Америки» и «Немецкая волна». Мы верили, что если реально вырваться из оков Советского Союза, что есть справедливое общество, где соблюдаются права человека, что слова чего-то стоят, что есть репутация, имя, честь, достоинство. И наш советский генерал после развала Советского Союза, все, перестало существовать советское государство, возглавил свое чеченское государство. И вчерашний советский генерал поверил этой русской, точнее не русской, а западной пропаганде. Понимаете? А потом нам сказали, ой, извините, у них хорошие контракты, там нефть, газ. Да вы подождите немножко, чечены. Ну вы что такие? Вы что, серьезно что ли свободы захотели там? Сейчас русские в себя придут. Американцы нам говорили. Вот Аят Игов рассказывает. Потерпите немножечко. Вот в Буче уничтожают людей, сжигают. Мы приходим такие, подождите немножечко. Сейчас вот Киев они захватят быстренько, сейчас все наладится, нормализуется.
Вот такое к нам было отношение. И продолжает оставаться на сегодняшний день таким же. Ну, может быть, уже не таким, слава богу, теперь начали понимать, после уже миллиона убитыми, ранеными там, с российской, с украинской, со всего мира стороны, если взять, ранеными, убитыми, больше 500 тысяч уже сообщает нам ЗСУ, уничтоженных русских оккупантов и раненых. Вот какая вот была ситуация. Нам все твердили, да вы подождите, да вы что, ребята, а мы, святая наивность, как права человека, демократия, свобода, воля, статуя свободы в Америке. Ну как это так? Мы покажем, мы свою доблесть, свое мужество покажем, как мы верим в свободу, как мы верим в демократию, как мы верим в то, что каждый чеченец, каждый человек на земле должен быть свободным. И показывали чудеса отваги. А нам говорили, подождите немножечко, у нас там контрактик такой. Англичане говорили, американцы говорили, французы говорили, немцы говорили. Немцы вообще туда засунули трубу просто и высасывали все. И в обмен туда, что русские хотят, все мы отдаем. Вот как это все было. И ничего это не забыто. Не забыто, как геноцид чеченского народа. И все это остальное не забыто. Понимаете? Да, не несут юридической ответственности. Но чтобы сейчас нам утверждать, что мы там соблюдаем права человека, пока чеченский народ не получит полной сатисфакции за геноцид, против которого у него совершен, в этом мире нет прав человека. Никто, ни одно государство в мире не имеет права говорить, что они соблюдают в полной мере права человека, что они соблюдают принципы гуманности, справедливости и демократии. Пока чеченский народ не получит свое законное место в Организации Объединенных Наций и не получит восстановление за все преступления, совершенные против него. Вот факт, который нужно признать, хотите вы этого или нет, а мы это понимаем, и мы будем об этом кричать на весь мир, пока чеченский народ не получит своей справедливости, которая ему отказана. Отказано как никому в этом мире. Самый ущемленный народ на сегодняшний день в этом мире является чеченским народом. Никаких прав его не соблюдается. Хотя мы добиваемся, бьемся, чтобы наши права отстаивались. Но и все равно, посмотрите, что происходит в этом мире. В этом несправедливом, аморальном мире. Мой двоюродный брат попал в плен в ГРУ, его взяли раненым. По сей день мы о нем ничего не знаем. Русские варвары, они не придерживаются Женевской конвенции. Да, антипутлер, совершенно верно. Россия не знает, что такое Женевские конвенции, правила, обычаи ведения войны. Это все нафиг, да. Они этого не знают. Зато вы, наверное, видели картинку, я ее у себя выложу еще здесь в разделе сообщества. В Фейсбуке я видел ее. Нападение на Курск, говорит, почему мировое сообщество молчит? Еще раз, как про тот случай, когда командир сжигал дом отца, я призываю вас обратиться вот, к курчанам, курянам, обратиться к чеченцам. Спросите, почему мировое сообщество, они знают, как обращаться, мы знаем, чеченцы, как обращаться в мировое сообщество, поэтому обратитесь ко мне и к нам, мы вам расскажем, почему мировое сообщество молчит, особенно, когда это касается вас. И было бы еще классно, если бы оно обо всем молчало, а вот сейчас о вас она заговорила, это мировое сообщество. Это было бы вообще, конечно, верх просто цинизма. Ведь предупреждал Зиад Джохар имперцам, что их античеловеческая политика обернется с бумерангом, и сейчас русские бегут из Курска. Да, Ливан, абсолютно верно. Зиад и Джохар, Зиад Гамсахурди и Джохар Дудаев, да, именно так и делали. И знаете, миллионное население Курской области, уже война, вот эти боевые действия идут
даже не на половине пока еще части Курской области, или, может быть, уже половина взята, уже около 100 тысяч беженцев. Вы можете себе представить? Это вот той части, где идет. С Курска люди уже бегут. С Курска. И правильно делают. Правильно делают. А может и неправильно. На самом деле у вас украинцы убивать не будут. Я вам 100% говорю. 99% вас украинцы убивать не будут. Вас будут свои убивать. Свои. Чертовка, спасибо, спасибо. Так, друзья, я тут в ТикТоке все перемотаю, потому что очень много комментариев. Очень, вот тут я смотрю, активизировались больше, чем ютубовцы. Хотя у вас здесь 540 смотрят, а здесь 79. И все равно, да, 8 раз. Так, давайте здесь. СССР единственная ядерная страна, которая проиграла. Россия вторая. Да-да. Так. Привет, привет, чертовка. А мировое сообщество интересно только дети Газы. Да, это, знаешь, такое лицемерие, такой цинизм, когда, ну вот таков мир, мы должны знать, что он такой, и делать его лучше, пытаться сделать его лучше. Вы воевали в Чеченской войне? Нет, в Чеченской войне я не воевал. А в русско-чеченской пришлось. Мы с вами. Спасибо, Приват. Спасибо. Взаимно. Курское направление сейчас как бальзам на душу. Да. Сегодня, когда ватникам расскажешь про желание чеченцев жить отдельно, они говорят, что чеченцы сделали свой выбор в 2003 году, а про геноцид ничего слушать не хотят. Да, конечно, да, это очень удобно. Так, сделать вид, что здесь помню, здесь не помню. Ну, просто вылетело из головы, понимаешь? Ну, подумаешь, геноцид. Всего лишь, подумаешь. Всего лишь-то геноцид-то какой-то. Так, друзья. Я смотрю наш канал, где он давит, где он по всем фронтам. И причем YouTube сам тоже помогает, да? Гибне майорни, как говорится. Сколько мы, друзья, в эфире? Як чеченский народ відноситься до кадыровцев? Ну, чеченский народ относится хуже к кадыровцам, чем вы к пушилинцам. Як вам такой ответ? Хуже, чем вы к пушилинцам или аксеновцам. Аксенов, по крайней мере, не убивает крымчан, как Путин, как Кадыров и Путин убивают чеченцев. Так. А это что у нас тут такое? Ничего себе. Так, давайте дальше. Большая ошибка называть нынешнюю войну войной Путина, как это делают на Западе. Все дело в российском населении. Да, совершенно верно. Это война не Путина, это война ФСБ, а точнее КГБ СССР.
КГБ СССР, в том числе и УССР, КГБ УССР, в том числе, потому что они ждали внутри Украины пятую колонну, это без сомнения КГБ УССР, они ждали для того, чтобы их поддержали, приняли и так далее. И обращались они, Путин лично обращался, сдаваться не всем украинцам, там, а именно военным обращался, переходите. Ни к СБУ, ни к кому-либо и так далее. Я не утверждаю и не говорю, я знаю, что там должны быть нормальные люди в СБУ, но пока не будет люстрации, полной советской, постсоветской люстрации КГБ СССР и КГБ УССР, Украина не станет свободной в полном смысле этого слова. Рано или поздно, как плесень, которая закрашивается, это КГБ, оно под корягу заползет. Вы вспомните, что было в конце 90-х. Путин рассказывал, что он таксовал. Один стоял там швейцаром у гостиницы, другой стоял швейцаром у ресторана. КГБшники, полковники, КГБшники попрятались. Это не так под корягу заползли, понимаете? Сказать, что я здесь ни при чем. Понимаете, вот что было. И сейчас то же самое будет происходить. Они будут заползать под корягу, они будут притворяться самыми безобидными, самыми скромными, самыми тихими, самыми проукраинскими и антипутинскими. А потом они сделают свое дело. Пока не будет суд и не будет запрещена как нацистская, вот это СС, там разные другие партии, точно так же КГБ СССР должно быть запрещено. Как в Украине, так и в России. И Россия после рассекречивания архивов станет нормальным цивилизованным, только после этого станет нормальным цивилизованным государством. Если это сможет сделать Украина, смогут и русские, и Россия сможет. Сможет. Это нужно сделать, только так можно победить это зло. Вот в чем зло, понимаете? Основное зло это вот РПЦ, КГБ, это все одна единая система. Штурм Курской области начался 6 августа. 6 августа 1996 года был начат штурм городов Грозный, Гудермес, Аргун. 6 августа считается Днем Победы Ичкерии. Да, так и есть. Шамсад, совершенно верно. Только Шамсад, я говорил постоянно Шали. Это был Аргун, да, значит. Гудермес и Аргун этого. Шали, значит, не было событий тогда. Ясно. Хорошо, что ты напомнил. Дай Аллах, чтобы в Москве была война, говорит. Ну, я, конечно, всей Москве не желаю войны, но террористическая банда ФСБ и Кремль должны быть уничтожены, привлечены к ответственности, либо уничтожены быть, так как это самые опасные террористы на этой земле. И я полагаю, что нынешние украинские войны дойдут до Москвы. Будем надеяться, будем наблюдать. Скоро в Москве, инша Аллах, угрел. Дай Аллах, дай Бог, чтобы это скоро произошло. Это обязательно произойдет. Да, Аллах. Канне Брукс. Абу Кавказ, ауичоли, Аллах, антуят, что ауичуек. Шамиль Басаев, алейкум ассалам. Шамиль Басаев, нюхи мамазвия, истат эмло уматерсу ауичек. Я так не смотрел, Шамилю Басаеву отношусь как к герою чеченского народа.
и это не имеет значения, как я к нему отношусь. Он навеки вечный записал свое имя золотыми буквами в историю чеченского народа. Абу Кавказ пока еще не вписал, ни ингушский, ни чеченский народ, но я к нему нормально отношусь. Я немного смотрел, не знаю, что у него за деятельность, какое направление, независим он или нет, но, по крайней мере, парень очень адекватные вещи говорит, и, по крайней мере, то, что я увидел. Я сейчас за все говорить не буду. Поэтому как-то так. Как-то так. Кто ушел во время войны в Грозно? Все они шахиды. 10 миллионов украинцев не могут ничего сделать с 400 тысяч русскими. 10 миллионов. Украинцы не 10 миллионов. И украинцы ты не знал? Это 10 миллиардов уже. Ты что, не знал, что ли? Что ты несешь? 400 тысяч русских. Что, русских всего 400 тысяч осталось? В Курской области у вас миллион там в Курской области. Оказывается, 10 миллиардов чеченцев, говорю, украинцев напали на Курскую область, которая всего лишь 400 тысяч русских. Вот, ну да, оказывается, все-таки была правда. Фашисты. Как они могли, да? Как они могли? Да, кстати, 3 наших города были взяты нашими в один день. В украинском Курске скоро будет референдум. О, отличная идея. Я только за, я поддерживаю полностью. А сам почему не требуете репарации именно от действующего руководства Чечении? Действующее руководство Чечении на сегодняшний день, оккупированное Ичкерии, это главарь банды УФСБ по Чеченской Республике и непосредственно Путин и администрация Путина. Мы у них и будем требовать. А кого вы хотите? У Кадырова требовать? Кадыров марионетка, россиянин, обычный россиянин, генерал российский, академик российский. Мы будем к нему применять санкции как россиянину. И я надеюсь, да, скоро произойдет. По планам глобалистов еще войны с Турцией будут. Да, тебе этот план глобалистов тебе отдельно дали, или почему я его не знаю? А потом мировой голод. Нет. Ниндзя Кнайт. Смотри, Ниндзя Кнайт. Это, короче, я тебе сейчас расскажу, что это. Вот все, что сейчас тут расскажешь. Мировой голод, там, 3-е, 10-е. Голод будет на России. И вам будут рассказывать, что во всем мире голод. И вы потерпите. Так нужно, потому что голод. Во всем мире голод. И у нас голод. Вот что будут говорить. И я вам говорил, что у вас будет голод. Еще в 2015 году, когда вы тракторами давили там уток, курочек, там яблоки польские и так далее. Потому что за это Бог наказывает, вот так еду уничтожать, вместо того, чтобы отдать ее в детские дома и так далее, вы демонстративно уничтожали санкционку, так сказать. Поэтому голод у вас будет. В России, да, скорее всего, это русские готовятся, русские власти об этом говорят, готовятся к голоду, реальному, настоящему голоду, который, скорее всего, ожидает фашистскую русню. Да, это так. Валейк салам, Асабек, Машуа. Да, самое право, без люстрации будет
Например, как в Грузии. Вроде независимое государство, но власть КГБшная, то есть антинародная. А сейчас все заново начать освободительное движение. Абсолютно, Леван. Да, кстати, Грузия вот живой, вот сегодняшний, прям яркий пример. Абсолютно деоккупировалась, хотя часть оккупирована, ввела борьбу, Запад поддерживает. У грузины уже и русский язык, многие, молодежь особенно, забыла, не знает, знает английский только. Причем перфект английский. И тут возникает, что все, опять давайте к России. Это такая подлянка. Потому что власть, она как плесень. Вы ее закрашиваете, если вы ее под корень не вырежете, 3 метра глубиной вырезать вот так, закопать эту плесень и залить бетоном. Понимаете? И сверху еще какой-нибудь тяжелый какой-нибудь предмет положить, чтобы не вылезла эта плесень. Только в таком случае можно. Потому что это структура, система, они готовы к тому, чтобы уходить в подполье. Вот сейчас Путин находится вот сейчас в бункере, он собирает всех вот этих всех охранников собрал, обратили внимание, да? Там Бортников, там другие, третьи, и бывшие его охранники, телохранители, это его доверенные люди, которых он сколотил вокруг себя. И вот сейчас он будет в бункере сидеть и отдавать приказы. С одного бункера перепрыгивать в другой, третий, там перемещаться. Он так это может делать до бесконечности. По идее, вот в таком состоянии они могут находиться. Сами они приказы, вот они назначают людей, они исполняют приказы. И вот мотаются люди где-то там, кто-то гибнет, там делает какие-то, выполняет указы. А он сидит в бункере. В таком состоянии они могут очень долго. Неважно, насколько нищим будет русский народ, насколько нищим будет нищая будет Россия. Важно, чтобы Путин остался при деньгах, и чтобы он оставался таким непререкаемым авторитетом. И даже в Путине не все Путин. Дело в КГБ. КГБ, в Патрушеве. Сейчас Патрушев заполз под корягу. Все, откровенно просто уже терпеть не могли его. И все, спрятался. А сын его находится как министр, занимается сельским хозяйством, стратегической отраслью, важной отраслью. Собирается ли Патрушев отпускать вожжи? Нет, конечно. Его сыновья, он миллиардеры. Если вы такие большие патриоты, я вот к КГБшникам, ФСБшникам обращаюсь, почему вы миллиардеры? Почему, если вы за патриоты, любите русский народ, Россию, почему вы грабите этот русский народ и эту Россию? Почему вы все миллиардеры? Ваша зарплата ФСБшная вам позволяет ездить на Мерседесах, на Роллс-Ройсах, покупать квартиры за миллионы долларов. А? Потому что вы это делаете ради себя, ради личной наживы. Понимаете? Вы фашня. Абсолютно плевали вы и на русский народ, и на все другие народы. Просто русский народ зашуган и забит. И имеет много вредных привычек, в том числе и идеологических, как империализм, который вредит не только окружающим, но, оказывается, может и русским вредить. Бункерные деды в Кресятнике осталось капканы поставить. Да, но они будут еще немножко. Они еще немножко будут. Бартошемся от Баркал. Под Прохоровкой русские потеряли 252 танка, а немцы 3. Ну, ты имеешь в виду про Вторую мировую войну? Лучше эти аналогии, если ты про Вторую мировую войну, лучше эти не проводить. Они как раз на это хотят свести. Немецкие танки. Почему это немецкие танки? Это самые настоящие украинские танки. Что если у меня есть Мерседес, он немецкий, может производитель немецкий, но это моя собственность, это мой Мерседес. Точно так же это украинские танки, самые настоящие украинские танки это. И вообще, что за вот такое у русских истерика, там, немецкие танки снова под Курском, там, где-то там Курская дуга, там, 3-10. Вы что, смеетесь, что ли? Так ваши фашистские, русские танки уже везде, весь мир захламили просто. От Афганистана, там, заканчивая любыми концами этой земли. Да вы уже все, да вам не стыдно просто это произносить. 80 лет назад была война, немецкие танки. Просто не видеть
бревно в своем глазу и видеть соринку просто. Причем выдуманную соринку. Бесстыжие просто, абсолютно наглые, бесстыжие. Мне кажется, американцы боятся поражения России, потому задерживали помощь Украине. Даже оружие поставляли не в том объеме, который требовался уже 2,5 года. Ну, я не думаю, что американцы боятся поражения России, но мне кажется, и здесь тогда, помните, бывший министр при правительстве чеченской Джохара Дудаева, грузин был по национальности, Бисарион, по-моему, его имя было. Он сказал, что Запад хочет послушного медведя, вырвать зубы, клыки, и чтобы он был послушным, этот Мишка. Понимаете? Вот что нужно Западу, Америке. И я тоже в этом убежден. Они хотели бы, не хотят развала России, не хотят они. Они хотят, чтобы это просто не в, они так считают, и эту логику можно понять, это не в их интересах, чтобы много разных государств было, которые потом их управлять, все там контролировать. Надо проще, если это одна Россия сама делает, и она, если будет сильная, мощная, ею можно будет пользоваться ее услугами и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, что будет, но ладно, посмотрим. Зэки тоже Ленину в мавзолее письма писали, так как партия говорила: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Да. Убивать, террор и еще раз террор, говорил Ленин вообще-то. Это самые настоящие террористы были и остаются русские спецслужбы ФСБ и ГРУ. Почему фильтр наложили? Какой фильтр я наложил? Да, здесь какой-то фильтр у меня есть. Что-то я не вижу здесь никакого фильтра. Почему мои комментарии не читаешь? Почему не читаю? Ты случайно? Нет, я его отец-то. Да, моросит эфир? Не знаю. Алейкум Минки. Уверен, что Америка уже хочет независимости Ичкерии, если Украина победит. Если Америка признает Чеченскую республику Ичкерии, на самом деле она хочет, да, есть тоже у меня надежда, развала России не хочет, а вот то, что Ичкерия, есть такая надежда у меня тоже. Ну, я не знаю, я буду самый главный американист, да, он, защитник Америки, да, во всем мире, да. Лично при каком президенте Ичкерию признает Соединенные Штаты Америки, вот в честь него назовем главную улицу и поставим памятник ему в центре, да. Ключ у нас, как сказал Джохар. Да, совершенно верно, Самбек. Да, думаю, здесь. В таких странах, где не проводилась люстрация, Россия создает КГБшный deep state, то есть прокуратуру. Суды и в их руках они управляют. Абсолютно, Ливан, абсолютно. Вы это сейчас очень хорошо все видели на себе, наверное. И Грузию нужно вычищать.
Ну, было бы хорошо, если бы Ичкерия была бы свободная, мы бы на Кавказе быстро бы там шороху навели бы. А кто такая Америка? Наталья Дадаева, Наташа. Это вот это ты мне, это твой вопрос был. Наверное, поэтому я не читал, а кто такая Америка. Ну, как отвечать на такие вопросы, я не понимаю. Поэтому, наверное, я не читал твои глупые, тупые комментарии. Кто такая Америка? Америка, ты узнаешь скоро, кто такая, если ты еще пока не узнала, поверь мне. Все, что вы можете, шорох наводить, и людей терроризировать, говорить Наталья. Это уже другая Натаха. Что-то у нас сегодня Натах много собралось. Ну, про террор это не вам, пожалуйста, русские. Это, пожалуйста, это вы не трогайте эту тему, да. Ладно, друзья, мы уже 2 часа в эфире. Быстро пролетели 2 часа. Я надеюсь, был стрим очень продуктивным, интересным. Завтра будет стрим с Аядом и Диговым на платформе открытого диалога на нашем канале в YouTube. И послезавтра на чеченском языке в среду. Всего самого хорошего. Ну и все, как вы увидите, следите за анонсом, потому что обстоятельства сейчас меняются, и все может быстро измениться. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Адиквель Маш Ойль. Всего хорошего и удачи и вам всем тоже. До свидания.